Ассалам алейкум. Ассаламу алейкум. Добрый день, добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 17 июня 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Сегодня, как я уже сказал, 17 июня, город Гамбург. И со своим мнением сегодня выступлю снова я. Так, давайте начнем с наших традиционных приветствий. Всем рад, всех приветствую. Так, Адам Грузинский. Как найти Машволь или Саламар Шалхуль? Так, рубай эфир, говорит Арцуев. Адам Грузинский врубил. Руслан Абудов. Кто-нибудь может сказать, как сейчас обстановка в Дижоне? В Дижоне сейчас обстановка нормальная. Мы сегодня поговорим об этом и много подробного обсудим. Подробно сегодня обсудим многое. Так, хорошо, как найти, я ничего не трогаю. Так, Асколя, салам алейкум, братья ночи из казахстанских степей. Алейкум салам, Машвовер, Стрейт and Фред, привет, привет. Александр Уайт, приветствую вас, привет. Байсангур Делафер, салам дума сарга. Масарга салам маршалду, всех рад приветствовать. Был вынужденный у меня перерыв, я немного отдохнул. Вы, надеюсь, от меня тоже. Поэтому, кстати говоря, со следующей недели уже будут эфиры Чат-рулетка, новые серии будут. Будем общаться и разоблачать грязную ложь Кремля. Так, давайте начнем уже с традиционного. А традиционное у нас это взрывы домов в Москве в 99 году. Как раз мы соберемся все и как раз подойдем к теме событий во Франции. Первое, что хотелось бы рассказать вот в нашем эфире, взрывы домов в 99 году. Эти взрывы, благодаря которым рейтинг Ельцина, который был 2%, взлетел до неимоверных высот. Он назначил своим преемником очередного премьера к тому времени Владимира Путина, который обещал замочить всех террористов, в частности, а точнее всех чеченцев в сортире. И после этого он возлагает венки на место. Короче, на место тех терактов на Каширке и Гурьянова. После этих взрывов русские устроили резню и убили от 160 до 180 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия во Вторую русско-чеченскую войну. Стоит напомнить, что за две русско-чеченские войны русскими фашистами убито 300 тысячи граждан Чеченской республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Также не помешает напомнить, что 26 тысяч мужчин и женщин чеченской национальности незаконно были осуждены фашистским русским судом и отбывали от 10 лет и более наказания в русских концлагерях. Это огромная армия, 26 тысяч людей. И после этих взрывов русские избрали себе Путина, который готов был мочить чеченцев. С удовольствием русские сами это делали. Не Путин это делал русский народ и способствующие русскому народу разные другие национальности, которые ничем не лучше тех русских, которые творили беззаконие и геноцид. Вот эта война нашла свое отражение в заявлении, поданном в 2018 году 23 февраля. Эта дата тоже не случайна. В 1944 году 23 февраля был еще один геноцид в 20 веке, который русские устроили в 1944 году, отправив всех наших мужчин воевать на фронт
Наших женщин, детей и стариков выслали в бескрайнюю Сибирь и Казахстан, где погибло огромное количество от 50 до 60% от граждан Чеченской Республики, чеченской и ингушской национальности. Заявление 23 февраля нашло в себе отражение именно этих взрывов домов, после которых последовал геноцид, акт агрессии, военные преступления и преступления против человечности, устроенные русскими террористами. Но вернемся к 1999 году и посмотрим, как Путин возлагает венки на место, где непосредственно только что произошел взрыв и убиты им и его ФСБ русские граждане Российской Федерации. Вот немного внимания. Человек в здравом рассудке. Я хочу напомнить, что это 99 год, сентябрь месяц, и вот здесь Путин на месте взрыва одного из домов в Москве. И смотрите, что говорит этот преступник. Мне кажется, никогда не решится на подобное преступление. Нормально. Живыми людьми, ни в чем не повинными. Ночью. Представьте. Абсолютно. Посмотрите на его лицо, посмотрите. И после этого кто-то верит еще в его сказки, да, кто-то рассказывает, что он вор, коррупционер. Кто-то, если говорит, что он вор и коррупционер, и не говорит, что он террорист и массовый убийца, то этот человек сожалеет, что он не в доле на кражу вот этого российского бюджета, российского госимущества. И они являются такими же, как он сам лично. У него не укладывается в голове. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Да, совершенно верно. Этот человек, который непосредственно организовал вторую русско-чеченскую войну. Он, Степашин, Патрушев, Шойгу, Ельцин. Да, Ельцин тогда был президентом, это управляла кучка КГБ, организовала эти взрывы. И просто мы должны понять, что он должен... что мы должны противоставить, этому можно противопоставить только силой. Без этого нам не, просто нам не, государство не сохранить, и людей не сохранить. Видите, не сохранить государство и людей, взорвав, вот стоит перед крестом, который поставлен в жертву, честь жертв, вот убитых этим же человеком. Россия, какая же ты ничтожная, какая ты жалкая. Ты 20 лет этого человека терпела у своей власти. Только лишь из-за этого я бы не хотел быть в составе России. Больше, если ничего не брать в расчет, только лишь из-за этого. Я не могу жить с такими людьми в одной стране и называть их своими согражданами. На следующий день он огласит эту войну публично, своей знаменитой фразой про сортиры. И в сортире их замучат, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Как вы видите, человек неимоверную жестокость, нечеловеческую жестокость применяет против своих граждан, потом обвиняет в этом чеченский народ и идет с войной на чеченцев. К большому сожалению, весь мир промолчал, сделал вид, что так и есть, но ничего удивительного, что русские промолчали, которых он и взрывал. К большому сожалению, случилось то, что случилось. Но мы не отчаиваемся и продолжаем жить дальше, так как мы знаем наши цели и знаем, к чему мы идем. И поэтому ничего нас, никакая ложь, никакая нечеловеческая жестокость нас не удивляет. Мы уже привыкли к той нечеловеческой жестокости, которую проявляют русские. И мы будем продолжать в правовом русле добиваться наказания виновных и деоккупации нашей страны. Дальше хотелось бы начало одного тоже ролика, который новости на ОРТ от 13
сентября 99 года показать вам небольшой ролик, и тоже очень будет к месту. Что делать завтра будет? Это беда. Этот взрыв является... Этот человек является экспертом. Вот я хотел вам показать вот этого человека. Этот человек является экспертом-взрывотехником. Возможно, какой-нибудь ФСБшник. Посмотрите, что он говорит. тем классическим взрывом, который очень хорошо изучен. Очень хорошо. Очень хорошо изучен, может быть, у русского, у российского взрывника или какого-нибудь там биолога, кто он тут, химика. Может быть только то, что связано, преподается в русской литературе по специальным предметам. И взрывчатка закладывалась, вот этот эксперт говорит, по всем канонам, по всем буквам взрывного мастерства. Соответственно, конечно же, этого русского взрывного мастерства. Русские специалисты только могли. Или обученные русскими специалистами. Вот моя бригада, которая составит, покажет, где сколько было тротила. То есть 100 килограмм другого. Можно оценить мощность заряда, который... Мощность пока это будет более точно, но ошибаясь в 2 раза, но не больше, 2 раза. Могу сказать, минимум это где-то 120-130 килограммов, ну, тротила гексогена, максимум больше не требовалось вот для этого, порядка 250-300 килограмм. Больше не требовалось, чтобы это. Основное это очень классически, очень профессионально, а потому это сатанинские люди. Они знали, где его положить. Нервы людей, попавших в беду, напряжены до предела. Многие находятся в состоянии нервного срыва. Сергей Степанов, Роман Мельник, Александр Кочетов. Ну вот, приблизительно та картина, которая проходила на тот период времени в Москве во время взрыва домов. И заканчивая эту тему, да, конечно, она будет каждый раз мной озвучиваться, каждый раз я буду привлекать к ней внимание. Заканчивая эту тему, непосредственно от 19 сентября 1999 года выпуск новостей НТВ «Снос дома на Гурьянова». Вы можете здесь увидеть, на этих кадрах сможете увидеть жителей дома, которые пострадали, и непосредственного соучастника взрывов в 1999 году в Москве, нынешнего министра нападения Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу. Сергей Кожугетович получил звание Героя России. После этого он занимался сокрытием преступления, то есть разбором завалов. МЧС занималась на этом месте, и непосредственно лично постоянно на этом месте находился Сергей Шойгу. Давайте посмотрим, что говорят жители дома, ну и обсудим дальше. Вот даже сейчас не найдут вот Андрея Чернова. Жену вчера хоронили, жену похоронили на Кунцевском кладбище, а вот сына его именно не найдут. Таня и Лена Морозовы уже не верят в то, что им кто-то поможет. Они ищут сами. Пустующий рынок на улице Гурьянова. Здесь на площади в несколько гектаров лежат груды железобетона. Это то, что осталось после теракта от 4 и 5 подъездов дома номер 19. Сейчас сестры пытаются найти документы, подтверждающие, что в 4-м подъезде на 2-м этаже жила их мать. Сейчас я не могу доказать, что у меня мать в момент взрыва находилась в квартире тоже. Потому что ее не нашли. Как раз был эпицентр взрыва под квартирой. 2-й этаж, внизу подвал. Не подвал, магазин. Вот. И там я разговаривала со специалистами, говорит, вообще могло ничего не остаться. Молекулы в пыль. Даже хранить некого. Татьяна уже несколько лет живет в США. О том, что ее дома больше нет, она узнала из репортажа CNN. Бросила все и приехала, чтобы вытаскивать из-под обломков фотографии своих друзей. Дядя Сережа, Саша, Жанка. Очень много их фотографий нашли, а маму не нашли. И маминых фотографий не нашли. Одно свидетельство о рождении. Вот это Оля Минакова. Вместе учились. В одном классе учились. Она с 9-го, а мы вот со 2-го.
Без 10:04 сестры ушли смотреть, как взрывают их дом. Кнопку должны были нажать в 4 ровно. Но непредвиденная задержка. Поначалу была информация, что ждут Юрия Лужкова, но Сергей Шойгу эту информацию опроверг. Да, здесь стоит напомнить, да, момент, что как быстро, да, эти девочки не нашли даже фрагментов тел своей матери. Именно вот про одну из этих девушек я говорил в прошлом своем стриме, которая дала интервью. Здесь, конечно, об этом не говорится, но это уже через какое-то время она уже дала интервью и просила расследовать это дело и признавала виновных, подозревала виновных в этом теракте русские власти. Так вот, как быстро происходит зачистка вот этого всего. Видите, не прошло, вот прилетела дочка 2, 3, 4, 5 дней, и вместо того, чтобы досконально все это разобрать, сразу взрывается дом, зачищаются завалы и ставится памятник. Все. Нету все преступления, все следы преступления скрыты. Не, ну что вы, никого, мы вообще никого, мы вас не ждали, кстати сказать. Это удивительно, что вы тут собрались, так сказать, столько народу здесь. Это обычно нормальная работа, ничего тут особенного нет. После взрыва министр первым направился к обломкам 19-го дома. И, по всей видимости, работа подчиненных его удовлетворила. Министр пожал руки и уехал, не дожидаясь второго взрыва. Дом номер 17 был взорван через 2 часа. Первый дом, чтобы вы понимали, был взорван именно тот, который пострадал от террористического акта. Второй дом был взорван, вот который сейчас увидите на экране, который сейчас будет взорван. Он был взорван через какое-то время, так как он пострадал от взрыва, от взрывной волны. Этот дом, и он считался как бы уже аварийно опасным. Так вот, первый дом взрывают сразу же. Сразу же заметают следы. Это просто невероятно. По этому фильму, по этому теракту 99 года просто можно делать фильм, который будет супер захватывающий и интересный. Михаил Антонов, Геннадий Немых, Вячеслав Титов, Александр Стволин и Евгений Лагран. Михаил Антонов. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Сейчас, одну минутку. И приступим дальше к нашему общению. Так, Макс Гартнер, салам алейкум, Машвовель, аслам, витаю, друзья, алейкум, салам, Макс Гартнер, Машвовель. Так, пойдемте дальше. Влад Тепих, алейкум салам, Массерга, салам, Машал Душун. Так, Адам Грузинский, молодец, Арцуев, позитив очень заразен, как негатив, заряжай нас позитивом и оптимизмом. Мегарду, заметано, Адам. Александр, спасибо вам, Аслан, за правдивое освещение. Пожалуйста. Владимир Лещенко, да, деньги там зарабатывали, все это прекрасно понимают, политика, русские люди здесь ни при чем. А вот Владимир Лещенко, я с вами не согласен. Русские люди очень даже при чем. Знаете, в юриспруденции есть такое понятие, как преступное действие. А также есть еще такое понятие, как преступное бездействие. Так вот, это, во-первых, это можно назвать преступным бездействием, если ваша страна от имени вашего лица, от имени вас совершает геноцид и войну, убивает людей, то вы несете за это ответственность. Да? Может быть, не персональную, но как государство, как народ вы несете за это ответственность. Более того, да, это преступное бездействие, это так смягчающие обстоятельства. Ну, здесь речь может идти только о преступном действии. Да, ведь геноцид творил не Путин с Патрушевым, непосредственно они не устраивали резню, не вырывали из животов женщин
детей нерожденных еще. Они не сжигали заживо людей, они не сжигали жену перед мужем, не сжигали отца перед своими детьми, не убивали 11 членов семьи на глазах у дочери, а отца сжигали, облив бензином. Такие истории я вам могу много рассказать. И именно с этими историями мы пришли в Европейский суд, мы пришли раньше, мы пришли в Международный уголовный суд в Гааге, который, как выяснилось, коррумпирован Россией. И именно поэтому не берет сход действия. Но мы будем продолжать. И нам все равно, каких усилий нам придется приложить для того, чтобы достигнуть справедливости, но мы будем продолжать и добьемся того, к чему мы идем. Полное наказание, название, обозначение преступников, виновных в геноциде чеченского народа, и деоккупация нашей страны. И русские люди, как вы их называете, а вы знаете, Владимир Лещенко, скажите мне одну такую вещь. Я называю русских фашистами. По большей части. Не всех, конечно. По большей части. И скажите мне, вот вы тут употребили слово «русские люди». Русские люди употребляют это слово по отношению к другим этносам. То есть словосочетание «люди» с национальностью. Чеченские люди, армянские люди, американские люди, украинские люди. Говорят так русские? Русский человек, русские люди? Нет, не говорят. А знаете, это попахивает уже таким традиционным фашизмом, национализмом. Когда вы обозначаете себя как людей, а других, ну просто чеченцы, просто там. И то хорошо есть чеченцы. Чечены, чурки, как вы там еще умеете называть всех остальных, хачики, хохлы, бульбаши, ну как еще, много у вас там есть, пиндосы. Поэтому, уважаемый Владимир Лещенко, я считаю, что виноват русский народ. И не только перед чеченским народом виноват русский народ. Он виноват перед грузинским народом, он виноват перед украинским народом, перед сирийским. И внутри России еще перед многими народами он виноват. Многие народы почему-то молчат, чему я не очень рад и не приветствую, но факт остается фактом. Русский народ виноват. Опять же, не весь, в подавляющем своем большинстве. Так, пойдемте дальше. Крымский АУ. Ассаламу алейкум, Асан. Привет, друже, с украинского Крыма. ПТН, ПНХ. Слава Украине, слава Ичкерии. Ва алейкум салам, крымский. Героям слава. Владимир Лещенко, разве не русские взрывали эти дома? Разве не русские люди убивали чеченцев? Или это лично Путин делал? Говорит Рамзан Дудаев. Полностью поддерживаю Рамзана Дудаева. Ассаламу алейкум всем и каждому лично. Ва алейкум салам. Мне кажется, сейчас весь мир осознает, что сделал большую ошибку, промолчав тогда. Вилпесен культа, да, совершенно верно, он осознает. Но какая польза будет нам из этого? Вот надо исходить из чего. Ну, осознают, они будут бороться. Ну да, обижали каких-то чеченцев, да, устраивали резню. Не на жизнь, а на смерть. Вырезали все живое, включая женщин, детей, стариков. Уничтожалось сельскохозяйственные угодья, скот, животные, домашние животные, собачек, кошек. Убивалось все. Это было тотальное уничтожение. И что дальше скажем? Ну, западные лидеры скажут, да, но мы сожалеем. И все. Мы должны доказать, что они не только должны сожалеть, они должны нам всячески помочь восстановить справедливость. Мы требуем сатисфакции. Нужно полное восстановление справедливости. Полное ущемление прав чеченцев должно быть восстановлено. И восстановлено и как нынешнее наше положение, так и то, что произошло с нами. Те люди, которые лишились жизни, лишились основного права на жизнь. И мы перед этими людьми в долгу.
Поэтому, да, я согласен с тобой, что мир осознает, но тогда нам надо так, чтобы это не прошло так мимо.